Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы уходящего 2014 года. В 2014 году Владикавказ принимал эстафету Олимпийского огня. Свидетелями этого исторического события стали тысячи жителей Северной Осетии. Северная Осетия отметила 155-летие со дня рождения Костахи Тагурова. Массовые гуляния развернулись в родовом селении поэта Нар. В бою за титул по версии IBF наш соотечественник Мурат Гасиев нокаутировал француза Ингина Каракаплана, завоевав тем самым звание чемпион мира по боксу. Эти и другие темы далее подробно. Прилета спецборта МЧС России в Северной Осетии ждали с полудня. Рейс несколько раз переносили. Информация о количестве пассажиров с каждым часом менялась. В итоге первый самолет приземлился в Беслане около 7 часов вечера. Он доставил беженцев из Ростовской области. Спустя полчаса сел еще один борт из Симферополя. Из почти 200 пассажиров больше половины дети. Они кажутся немного напуганными и уставшими, однако уже через несколько минут осваиваются. В аэропорту Беслана беженцев встречают вице-премьер Азамат Хадиков и начальник республиканского МЧС Александр Харужий. На месте с пострадавшими работают специалисты медицины катастроф. По словам врачей, психологическое состояние некоторых нестабильно. Сколько времени пробудут в Северной Осетии жители Украины, пока неизвестно. Представители республиканских властей отмечают, если кто-то решит остаться здесь насовсем, им окажут всю необходимую помощь. Нам предстоит большая работа. Во-первых, по их психологической реабилитации. За каждым из них закреплены по 15 сотрудников Министерства соцобеспечения, которые будут заниматься их социальным и психологическим вопросами, размещением, обеспечением их всем необходимым. И в том числе мы уже начнем разбираться индивидуально по каждому человеку, кто из них что хочет, что желает, где он может приложить силы. Нами уже так прорабатываются вопросы по возможному их трудоустройству. Наталья Сюрина покинула родной дом в Луганской области. Всего пару дней назад ее семья жила в страхе за жизнь. Возле дома сутками были слышны автоматные очереди. Вместе с 5 сыновьями, самому младшему из которых нет и полугода, сначала бежала в Ростовскую область, а уже потом в Северную Осетию. Говорит, ехать в другую страну поначалу было страшно, но сейчас все беспокойства позади. Нам ничего не пообещали, нам сказали, что езжайте, все будет хорошо, не переживайте. Но вы не переживайте. Я не переживаю, я уже увидела много хорошего, очень хорошего. У многих беженцев в зоне боевых действий остались родственники. Связи с ними практически нет. Редкие звонки от близких успокаивают, но ненадолго. Бомбежка 2 областей, несмотря на договоренность о перемирии, продолжается. Начинают с 4 утра и бьют по окрестностям. Бьет. И град бьет, и минометный обстрел, и самолеты летают на бреющем полете. Это все есть. 5 месяцев сыны сражались. Но против танков, градов и самолетов с одним АК очень тяжело. Нацгвардия вооружена до зубов. До зубов. А у нас что? Автомат. Как они, я так думаю, задумали, у них есть уже планы с Западной Украины переселять в наши, так сказать, дома. Мы им там не нужны. Мы вообще, там не нужны. Они не считают нас за людей. На борту одного из самолетов воспитанники детского дома семейного типа из Донецкой области. 17 детишек разместили в горном санатории Томиск. Все сделано так, чтобы ребята смогли жить вместе, почти как раньше. Вот в таких комнатах и будут жить в ближайшее время вынужденные переселенцы с юго-востока Украины. Здесь для них готовы все условия. Есть кровати, белье, санузел, горячая и холодная вода, предметы первой необходимости. В этом же здании работает столовая. Беженцев обеспечат 3-разовым питанием. Проживание и питание вынужденных переселенцев оплачивается из резервного фонда главы Северной Осетии. Кроме этого, в санаториях будут проводить для беженцев оздоровительные процедуры. Из Северной Осетии на юго-восток Украины уже отправили гуманитарную помощь – более 20 тонн минеральной воды. Для жителей районов, где нет воды уже больше месяца, это самый ценный груз. В республике же продолжается сбор помощи. Вещи можно приносить в районные центры социальной защиты. Впоследствии весь собранный груз доставят в Донецкую и Луганскую области. Яна Гайгиева, Самас Шипшев, Осетия ТВ.
Силиконовая долина задала тон мировой бизнес-индустрии в области информационных технологий. Она отличается большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, а также программного обеспечения и устройств мобильной связи. Один из ключевых моментов развития долины стало строительство Стэнфордского индустриального парка. Стэнфордский университет владел большим участком земли, который не имел права продавать. В связи с этим декан инженерного факультета профессор Фредерик Терман предложил сдавать землю в долговременную аренду для использования в качестве офисного парка. Благодаря этому выпускники Стэнфорда получили возможность найти работу в непосредственной близости от родного университета. Были решены проблемы компаний, связанных с поиском специалистов. Опыт поддержки бизнеса уже несколько лет используется по всему миру. Северная Осетия не отстает в развитии экономики. Так, 20 февраля 2014 года на территории республики начинает свою работу бизнес-инкубатор IT-парк. Действительно, программа, которая сейчас реализуется в Северной Осетии, инициатива ее исходит от правительства республики. И мы попытались учесть в ней все моменты, которые взяли из других регионов, имеющих уже достаточно большой опыт строительства и реализации подобных проектов. В частности, это и белорусский опыт, и отчасти казанский опыт, и опыт других регионов. Владикавказский IT-парк поддержал тон российской политики. Практика строительства подобных бизнес-инкубаторов успешно применяется по всей стране. Первый IT-парк был построен в 2009 году в Казани. Ключевым направлением компаний-резидентов IT-парка является разработка отечественного программного обеспечения. Существенную долю проектов составляют разработки для государственного сектора. Это электронное правительство и предоставление госуслуг в электронном виде. Также на российском уровне известны разработки резидентов по автоматизации области здравоохранения и образования. На сегодняшний день этот центр, а также парки Москвы и Санкт-Петербурга служат примерами для нашей республики. IT-парк Алания – это не просто обычный бизнес-инкубатор, который есть на территории России. Это действительно уникальное событие не только для Большого Кавказа, но и для всего евразийского пространства, потому что этот IT-парк даст возможность приобрести навыки и умения работы в информационном пространстве. Планируется, что около 80 резидентов, причем не только из российских регионов, но и мы планируем, что здесь будут работать представители и даже мощных транснациональных корпораций, международные резиденты. Их будет около 80, и они будут создавать новый уникальный продукт. Однако оптимизм по поводу открытия IT-парка разделяют не все. Кто-то считает, что растить специалистов в области IT-технологий необходимо гораздо раньше, и открытие такой площадки не приведет к глобальному прорыву. Невозможно воспитать специалиста в 17-18 лет, если он не будет знать математику и физики. Ну, это, конечно, может показаться совсем, я ухожу не в те дебри, но все-таки это, наверное, фундаментальные науки, которые дадут возможность разбираться вообще в IT-сфере. В школах катастрофическая проблема с пониманием этих дисциплин. У нас нет педагогов уже в школах, которые бы могли вести эти дисциплины. Ну, нет, есть, но у них очень высокий дефицит. В Северной Осетии ежегодно по специальностям IT-технологий выпускается порядка 300 человек. Все они, имея достаточно высокий потенциал, в основном покидают нашу республику. Руководством было принято решение поддержать данную отрасль. Теперь в распоряжении молодежи есть и институты, и ресурсы, и даже общая площадка для воплощения идей и проектов. В родовое селение Костахи-Тагурова приехали сотни людей. Сегодня республика отмечает 155 лет со дня рождения великого поэта. Здесь в Наре развернулись настоящие массовые гуляния. Непривычная для осени хорошая погода особенно украсила праздник. В праздновании юбилея Коста принял участие глава Северной Осетии Теймурас Мамсуров. Первым делом он отправился в Горную Саклю. Именно здесь почти 100 лет назад жил и творил народный поэт. Дом
Коста Хитагурова уже много лет существует как музей. Здесь все сохранили в первозданном виде. Кругом картины, которые писал Коста, и стол, где из-под его пера рождались шедевры остинской драматургии. Тут же первые издания книг и оригиналы фотографий. Эти экспонаты возвращают посетителя музея в эпоху поэта. Сегодня мы с моим старшим товарищем Леонидом Харитоновичем будем вместе с людьми снова и снова полоскаться в этом чистом роднике, который называется неиссякаемый родник творчества Коста. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое. В Осетии вряд ли найдется человек, который не знает этих строк. Коста Хитагуров всю жизнь посвятил служению народу. И спустя 155 лет благодарные потомки не забывают о поэте. Сегодня для них в селении Нар организовали праздничный концерт. Живописный Нар, родина поэта, во все времена вдохновлял молодых художников. Сегодня сюда приехали студенты Владикавказского художественного училища, чтобы перенести на холсты горные пейзажи. На своем рисунке я хочу сохранить праздник, малую родину Коста, горы, простор, что люди приезжают и почтят этот праздник. В праздновании дня рождения Коста приняли участие многочисленные творческие коллективы Осетии, представители 5 северокавказских республик, гости из Абхазии и даже Ирана. Среди почетных гостей народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Отголоски праздника эхо разносило по всему ущелью. Все дышало осетинской культурой. Елена Черенкова, Тинатин Музашвили, Ацамас Кочиев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Как хорошо, что мы на «ты» с каждым нашим небом. И знаешь, правда ведь, что если очень захотеть, начнут сбываться все мечты твои непременно. На твоей персональной, твоей личной высоте. Если по-честному так взять вместе и поверить, то чудеса к нам на ладони упадут, как снег. А нужно только подобрать крылья по размеру, и ты будь уверен, что летать идет нам всем. И крыльев хватит поровну нам как раз. Огонь наш освещает весь мир, а небо у любого ведь есть из нас, и у любого неба есть мы. Это какая-то непередаваемая гордость и честь. И ты понимаешь, что ты несешь олимпийский огонь, и этот момент никогда не повторится больше. И какие-то правда непередаваемые чувства. Гордость в основном. Сегодня, можно сказать, такая приятная ответственность на нас легла, и мы ее с гордостью, с достоинством вот так пронесли в нашей красивой, замечательной республике. То, что все порадовались, конечно, все жители республики, и было вдвойне приятно нести вот этот олимпийский огонь. Чувствуешь себя частичкой истории этих Олимпийских игр. Этот огонь впервые побывал у нас в Северной Осетии, и мы удостоились такой чести пронести ее на своей родине. Поэтому огромное счастье мы испытываем. Освещает весь мир, а небо у любого ведь есть из нас, и у любого неба есть мы. И крыльев хватит поровну нам как раз. Огонь наш освещает весь мир, а небо у любого ведь есть из нас, и у любого неба есть мы. Мы желаем успехов сборной России, а наши сердца все вместе говорят: о спорт и мир, пусть так будет.
происходила эстафета Олимпийского огня. Мы волонтеры, мы смотрели за порядком. Было очень весело и очень холодно. В главном бою большого боксерского вечера на ринге сошлись астинский боксер Мурат Гасиев и француз Энгин Каракаплан. Это настоящая битва сильнейших тяжеловесов за титул интерконтинентального чемпиона мира IBF по боксу. Астинский спортсмен не подкачал, обещал драться до конца и слово свое сдержал. С самого начала боя Ирон взял инициативу в свои руки. Показалось, что даже соперник в замешательстве. Итог: на победу ушло 99 секунд. Я всегда выхожу за нокаутом, неважно в первом раунде, в последнем я всегда заряжен на удар. Ну и также я готовлюсь на всю дистанцию 12 раундов. Получилось нокаутировать его в первом раунде. Я доволен. Если бы не получилось, я был готов отбоксировать всю дистанцию. Пока, если честно, ничего не чувствую. Я думаю, пройдет несколько часов. Я почувствую то, что я стал интерконтинентальным чемпионом мира. Но это только один день радости. Завтра все это пройдет, я отложу титул в сторону и продолжу усердные тренировки, потому что впереди меня ждет титул чемпиона мира. С первых минут Каракаплан начал пропускать коронные и страшные прямые Гасиева. Двумя точными ударами в голову он отправил пошедшего в атаку соперника на ковер. Но француз поднимается, однако дотянуться до Гасиева по-настоящему ему так и не удается. Судья остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Эффектная победа астинского боксера. Well, I actually wanted him to have a couple rounds, but I wanted him to be aggressive. Он хотел, чтобы было хотя бы несколько раундов, и чтобы Мурат настроился был агрессивным. But he was able to land a very good hook, and I'd rather do this than take a chance of getting a cut or getting hurt. Но получилось так, что получился очень хороший удар, и все сложилось таким образом. So a win is always important, and it's the first step towards a championship. Победа – это очень важно, особенно на таком соревновании. Про Энгина Каракаплана мало что знали в Северной Осетии, поэтому букмекеры причислили его к аутсайдерам. Однако поговаривали, что француз неплохо держит удар, а благодаря преимуществу в габаритах может навязать свой рисунок боя. Боксер из Франции был очень мотивирован. Вот, это было видно еще вчера на взвешивании, когда боксеров, как говорится, глаза в глаза, да, они смотрят. То есть такая психологическая дуэль была в преддверии поединка. Он был очень мотивирован, видно было, что хочет выиграть. И видно, что это, несмотря на то, что бой завершился в первом раунде, это не чайник, как говорится. Это серьезный боксер. Просто послужной список Мурата Гасиева, он сам за себя говорит. Француз встал, хотя ему было тяжело, но тем не менее он встал с помоста, с настила ринга. Он хотел продолжить бой, потому что чемпионский бой, это как бы, может быть, раз в жизни такой шанс. Он это прекрасно понимал, но здесь рефери принял решение остановить бой, потому что он видел, что видно было, что француз даже пошатывался, он не пришел в себя, а в таких случаях бой продолжать категорически запрещается, потому что главное – это здоровье боксера. Помимо главного состязания в этот вечер прошли еще 5 боев. Первыми на ринг вышли любители, дальше в дело вступили профессионалы. Силу удара Мурата и Ирон Гасиева знают все соперники. Теперь на счету звезды мирового бокса 19 побед на профессиональном ринге, 13 из них нокаутом. В послужном списке спортсмена ни одного поражения. Состоится ли матч-реванш, пока неизвестно. Земфира Улаева, Елена Черенкова, Ацамаш Шипшев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Говорит и показывает Северный Кавказ. Доказательство этому второй форум СМИ, который прошел в Пятигорске. В этом году объединены сразу несколько значимых событий для медиасреды. Кавказская интернет-премия «Прометей-2014» открыла работу форума. Идея отметить активных журналистов на просторах сети интернет появилась 4 года назад. В этот раз номинаций еще больше. Звание «Лучший культурно-просветительский проект Северного Кавказа», портал астинской поэзии «Амзавга» и портал «Алании. 44-я долгота». На этом проект «44-я долгота» не собирается останавливаться. У нас еще очень много интересных проектов, о которых я сейчас не буду рассказывать, но вы обязательно об этом узнаете.
следующих премиях, которые мы получим, надеюсь. Лучший государственный портал у Дагестана. Также эта республика отличилась в номинации «Открытый министр». Им признан Азнаур Аджиев. Премия «Дебют года в сети интернет» у регионального телевидения Осетия ТВ. Команда из молодых журналистов в течение года работали над развитием своего контента. Я это везде здесь говорю очень многим людям, что Осетия ТВ на территории СКФО прям ворвалась таким хорошим шлейфом именно и включилась во все процессы информационных движений. Год назад уже отмечал продвинутость, если простым языком, стенда Осетия ТВ. Мы там выходили, даже прямой эфир и была трансляция. Но в этом году они еще раз нас поразили, вы нас поразили еще раз, молодцы. Классный стенд, замечательные технологии. Мы, наверное, даже подумаем, может быть, в своей работе будем использовать ваш опыт. Молодцы. В рамках форума прошли мастер-классы от ведущих российских журналистов, круглые столы и презентации региональных медийных проектов. Также обсудили особенности формирования регионального информационного продукта для федеральных изданий. Благодаря форуму СМИ Северного Кавказа удается познакомиться с контентом других регионов. Здесь развернуты небольшие площадки, где представлены как печатные, так и электронные СМИ всех республик Северокавказского федерального округа. Северная Осетия в этом году представляет первое региональное интернет-телевидение. Это Осетия ТВ, где уже есть несколько часов уникального вещания. Наша республика демонстрирует еще один перспективный проект под названием «Медиабокс». Это новый уникальный портал по сбору и обмену видеоконтентом региональных телеканалов. В ежедневном режиме здесь будут размещаться информационные сюжеты субъектов Северного Кавказа. Ну, я вас поздравляю, здорово, это очень мощно, и уже с проектом мы приехали. Очень многие не могут это себе позволить. Не знаю, может быть, из-за отсутствия креатива, может быть, просто потому что не думают об этом. А вы уже привезли мощнейший проект, к нему стоит прислушаться, присмотреться, и мы сфокусируем внимание исполнительных органов власти на эту тематику. Ноу-хау остинских специалистов заинтересовало федеральных чиновников. Заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин поинтересовался, будут ли материалы доступны для федеральных каналов. Разработчики проекта заверили, что весь контент разместят в открытом доступе сети интернет. Хлопонин отметил перспективность проекта и поддержал его дальнейшее развитие. Этой программой заинтересовались и представители субъектов Северокавказского федерального округа. Елена Черенкова, Георгий Кукоев, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.